Ингушетию с плановой рабочей поездкой прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Как сообщил руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов, состоится трехсторонняя протокольная встреча с участием Николая Патрушева и полномочного представителя президента России в СКФО Юрия Чайки. Позже секретарь Совбеза проведет совещание с участием глав регионов СКФО, а также представителей федеральных органов исполнительной власти, администрации президента России, Генеральной прокуратуры России, органов власти республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Глава Ингушетии издал распоряжение в связи с наступлением священного месяца Рамадан. В документе говорится, в целях создания благоприятных условий для соблюдения верующими поста рекомендовано сократить на 1 час продолжительность рабочего дня в период месяца Рамадан в органах государственной власти, местного самоуправления и в учреждениях и организациях Ингушетии. Ответственным службам обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, газа, воды и функционирование средств связи на период священного поста. Организациям, реализующим продукты питания, осуществлять деятельность в период священного поста ежедневно до 23 часов, не повышая цен на реализуемый товар. Минсельхозу Ингушетии рекомендовано создать необходимые условия во всех придорожных мечетях вдоль федеральной автодороги «Кавказ» для разговения водителей и пассажиров транзитного транспорта, а также принять меры по организации и проведению сельскохозяйственных ярмарок. С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии на 7,5%. Размер индексации рассчитывается, исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Также с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В целом решение затронет более 4 миллионов человек. С 12 марта в республике запланировано открытие пожароопасного сезона. Уже разработан план мероприятий по недопущению пожаров на территории лесного фонда Ингушетии. В целях информационного взаимодействия в случае возникновения лесных пожаров и оказания необходимой помощи при ликвидации возгорания Минприроды заключила соглашение с МЧС России по Ингушетии, природоохранными ведомствами Чечни и Северной Осетии, администрациями муниципальных районов Ингушетии. Россети Северный Кавказ отремонтирует свыше 70 километров линий электропередачи в Ингушетии. Комплекс технических мероприятий будет реализован во всех 4 районах республики – Джайрахском, Сунжинском, Назрановском и Молгобекском. Энергетики в том числе заменят 11 километров ветхого провода на самонесущий изолированный. Он более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. На окраинах сельских поселений Инарки и Псидах ликвидировали стихийные свалки. Свалки появляются по вине местных жителей, которые выбрасывают мусор в непредусмотренных для этого местах. Сотрудники ЖКХ привели загрязненные территории в надлежащий вид и призывают население соблюдать правила утилизации мусора, вывозить бытовые отходы на специализированные свалки и полигоны. В Горной Ингушетии продолжаются работы по фиксации и учету памятников истории и культуры. В эти дни работы проведены на архитектурных комплексах Говст, Харп, Морч и Ний. Одной из важных находок являются остатки старой разрушенной мельницы. Работы ведут сотрудники Джайрахско-Асинского музея-заповедника совместно со специалистами АСМ Групп. Партнерами проекта являются благотворительные фонды «Сафмар» и «Возрождение». Ингушские лучники приняли участие в открытом чемпионате и первенстве по стрельбе из лука на Кубок главы Кисловодска. Соревнования собрали около 90 спортсменов из 8 регионов нашей страны. В состязаниях Муса Хамхоев занял 1 место в классе КЛ «Бесприцельный», Магомед Сычоев удостоен 2 места в классическом луке, Ислам Чепанов завоевал 3 место в блочном луке, Молдин Баркинхоев также занял 3 место в КЛ «Бесприцельный». Аслан Гайтукеев выполнил норматив кандидата в мастера спорта России, набрав 559 очков.
Ингушетия примет участие в международной выставке МИД, которая пройдет в Москве с 19 по 21 марта. Республика под брендом Ингушетии представит минеральную воду Ачелуки в различном ассортименте, натуральный ингушский горный мед, местные фрукты, сувениры и изделия из рыбной кожи фирмы «Шади». Планируется также продемонстрировать видеофильмы о туризме и культуре, провести различные акции и лотереи. Посетители стенда смогут на месте подобрать тур и запланировать отдых в Ингушетии. Планируется также подписать соглашение о сотрудничестве в туристической сфере с Министерством экономического развития Ростовской области и Комтуризмом Татарстана. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.